На ферме в Абзелиловском районе поселились роботы. Доить, кормить и убирать за коровами будет специальная техника, причем самостоятельно. Сейчас в СПК «Красная Башкирия» завершаются строительные работы на новом комплексе, осуществляется установка умных машин. О том, как будет выглядеть ферма будущего и когда появятся первые роботизированные надои, в материале Артура Шамсудинова. Как и на любой ферме, день доярки Евгении Колесовой строго по расписанию. Ежедневно 2 раза в сутки дойка молока. На ферме 160 коров, а работниц всего 4. Трудиться приходится, не покладая рук. Работаю здесь уже 3-й год уже. Ко всему, конечно, естественно, все привыкаешь. Первый раз, конечно, было, тяжеловато. Сейчас уже привыкла к этому. Объем работы большой, а вот рук не хватает. Молодежь идти на ферму не хочет. Впрочем, скоро это и не потребуется. Рядом со старым зданием строится новый комплекс, на котором всю, в том числе и грязную работу, будут выполнять не люди, а роботы. Они смогут самостоятельно доить, кормить, убирать и даже делать коровам массаж. Робот даже делает намного больший объем работы, чем доярка. То есть робот способен перед каждой дойкой, робот взвешивает корову. Есть датчики, которые измеряют температуру коровы. Перед каждой дойкой робот обрабатывает вымя коровы специальными растворами, щелочными, кислотными. Роботы смогут заменить целый штат рабочих. На 400 буренок понадобится всего 2 человека. Оператор и его помощник. Машина будет не просто доить корову. Она сможет анализировать состояние животного и качество молока. Если датчики показали, что какие-то показатели не соответствуют нормам, то аппарат не допустит поступления молока в общую цистерну. Человек может не додоить, может запустить грязное молоко, может где-то что-то пропустить. Робот это не допустит никогда. То есть в итоге у нас на прилавках будет только молоко экстра-класса. Конструкция у умной фермы тоже особенная. Крыша сделана из специального тентованного покрытия, сверху которого установлена система вытяжки. По замыслу она должна устранять весь неприятный запах. Пол будет подогреваться отопительными элементами, благодаря чему даже зимой буренки должны чувствовать себя комфортно. Хозяйство «Красная Башкирия» – первое и единственное в республике, где реализуется подобный проект. Объем инвестиций составит более 460 миллионов рублей. Ежегодно планируется производить 9 тысяч тонн молока высокого качества, отвечающего требованиям Евростандарта. В ближайшее время сюда завезут первую партию коров. К работе роботы должны приступить ближе к ноябрю. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов и Роман Мукуфа. Новости. Абзелиловский район.